Тогда возникает еще один очень серьезный вопрос. Когда мы говорим о германской модели, мы предполагаем, что все работает хорошо, что бюрократия честная, не коррумпированная, что предприниматели не суют взятки чиновникам каждые 5 минут, а добросовестно выполняют то, что они должны, граждане слушаются полицейских, полицейские соблюдают закон, в общем, все более-менее работает как нарисовано. Мы смотрим на Россию, нарисовано все то же самое, но не работает. Беда в том, что так вообще-то живет большая часть незападного капиталистического мира. Кстати говоря, начиная с той же Греции, Испании, Италии и так далее. То есть на бумаге в большей или меньшей степени франко-германская модель, на практике совершенно что-то другое. И, кстати говоря, опять же, когда мы все жалуемся на коррупцию, то мы либо не понимаем, либо делаем вид, что не понимаем, что коррупция явление абсолютно объективное, абсолютно необходимое в этой системе. Потому что если нарисованная на бумаге система институтов не совпадает с тем, как реально живут люди, то возникает вот этот разрыв. И каким-то образом должны решаться проблемы, связанные с несовпадением реальной жизни и вот этих вот на бумаге нарисованных институтов. Как они решаются? Они решаются неформально, за счет договоренностей. А что значит решать проблемы неформально за счет договоренностей? Это и есть коррупция. Ситуация, которая сложилась в России, надо понять, что с одной стороны имеет место кризис институтов. И побороть коррупцию, не меняя институты, нет никакой возможности. С другой стороны, даже если будут меняться институты, то мы попадаем в ситуацию, когда общество уже требует очень решительных, очень жестких действий. Тут вспоминается известная фигура сингапурского диктатора Ли Куан Ю, который на вопрос о том, как он смог в этой азиатской стране побороть коррупцию, он ответил очень просто. Я всего-навсего расстрелял нескольких своих ближайших друзей, а остальные все поняли правильно. То есть борьба с коррупцией сверху, она все равно предполагает готовность власти жертвовать своими. И если этой готовности нет, если эта готовность обществу не демонстрируется, то, в общем, по большому счету, общество не доверяет власти. Если бы власть наказала жестоко кого-то из абсолютно своих, признав его своим, тогда, на самом деле, было бы совершенно другое отношение. Но вот до тех пор, пока власть действует по принципу круговой поруки, то есть своих не сдаем, а за то же самое не своих накажем самым жестоким образом, она не вызывает доверия. И, соответственно, борьба с коррупцией наверху, она остается, ну, по большей части, благими пожеланиями, может быть, даже искренними, но все-таки благими пожеланиями.